Вось на гэтай бабіне у нас матэрыял Жыровічаў з духоўнай семінарыі пра нашага равесніка, семінарыста Серафіма Юрашевіча. А вось у мяне матэрыял пра курсанта военно-палітычнага вучылішча Уладзіслава Серабракова. Гэтыя хлопцы амаль аднаго ўзросту, і таму матэрыялы, магчыма, будуць чымсьці падобныя. Аднак жа мы вырашылі паставіць іх побач. Я не ведаю, нехта з вас можа ўбачыць тут параўнанне, а нехта супрацьстаўленне. Як паглядзець? Аднак мяркуйце самі. Наша першая камандзіроўка, Слонімскі раён, мястэчка Жыровічы. Вось за гэтымі мурамі знаходзіцца манастыр і адзіная ў рэспубліцы духоўная семінарыя. Тут вучацца маладыя семінарысты, будучыя святары. Эту камандзіроўку нам прапанавала Аня Харужа. Ну, рэшце, она сама пра ўсё раскажа. У свой час Петр I у табелі абраных праводзіў паралелі паміж духоўнымі, грамадзянскімі і ваеннымі званнямі. Калі б такі табель існаваў цяпер і быў законам, то рэктара семінарыі можна было б параўнаць з палкоўнікам, а кожнага семінарыста і так можна параўнаць са студэнтам грамадзянскага вуза альбо курсантам военнага вучылішча. Все, что делаете, говорит он, делайте от души, зная, что в воздаянии получите от Господа наследие. Святой апостол Петр также пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Нижнюю точку все писали? Судеб сложилось так, что семинария стала чем-то необычным и малознакомым в нашей жизни. Как ты нашел дорогу в семинарию? Что тебя сюда привело? Почему? Ну, этот вопрос очень сложный и в то же время легкий. Дело в том, что мои родители очень верующие люди. Меня с детства приучали ходить в храм, учили читать книги на церковно-славянском языке. И это способствовало моему приходу в стены духовной школы. Именно это. Потом, кроме того, еще я могу сказать о службе в рядах советской армии. Трудности и тяготы военной службы тоже способствовали самоуглублению и духовной организации. Это тоже сыграло определенную роль в том, что я сейчас здесь нахожусь. У вас кроме учебы есть послушание, то есть вы выполняете какие-то работы по хозяйству или там по учебе. Студент получает эти послушания по желанию или есть какой-то определенный устав или закон, как эти послушания даются? Ну, это верная мысль о том, что есть определенный устав, определенные отношения между наставниками и воспитанниками духовной школы. И естественно, что послушание нам дают
мы выполняем их не по своему желанию, и само это выполнение послушаний входит в саму систему подготовки духовных пастырей. Какие у тебя? Лично у меня есть послушание от духовной семинарии, это водить экскурсии по территории монастыря и духовной школы, а от монастыря послушание в виде писания записок за здравие и за упокой, 40-устов. Вот такая ваша внешняя униформа, нахождение на замкнутом пространстве территориальном, как-то невольно напрашивается сравнение с военным училищем. Вот есть доля правды в этой мысли? Ну, аналогия такая естественная, я понимаю, и определенная доля истины в этом есть. Естественно, что и у курсантов военных училищ есть определенная форма, у нас тоже она есть. И естественно, что можно провести некоторые параллели между жизнью, внутренней жизнью духовной школы и жизнью военного училища в лучшем смысле этого слова, потому что и там, и здесь, и у военных, и у студентов семинарии есть определенные обеты, если позволительно это слово, в отношении к военным. И военные, так и люди духовного звания должны отказываться от определенных мирских удовольствий и благ. Ну, иногда говорят, что в стенах духовных семинарий, в частности нашей семинарии, есть что-то подобное на неустанные взаимоотношения, какие имеют место в войсках советской армии. Но я с уверенностью могу сказать, что ничего подобного у нас не было и нет. рабом Твоим, яко святости всегда, ныне и присно, и во веки веков. Какие отношения у тебя сложились со сверстниками за стенами монастыря после того, как ты поступил в семинарию? Но чтобы правильно построить отношения с сверстниками за пределами семинарии, нужно проявить очень много такта, мудрости. И отношения лично у меня складываются прекрасно, я бы сказал, великолепно. Дело в том, что надо остаться истинно верующим православным человеком и в то же время не делать слишком много уступок людям, которые не являются формальными членами церкви. И с помощью Божией приходится взвешивать каждый свой шаг, чтобы не уступить в чем-то своем, личном, внутреннем, и проявить такт в отношении к окружающим людям. Здесь очень сложные это взаимоотношения, и приходится довольно трудно, я бы сказал так. Бывают такие моменты, когда ты чувствуешь себя очень неловко в какой-нибудь компании? Ну, я стараюсь вообще, возможно, реже попадать в такие компании, а если уже и попадаю, то, естественно, неловкость у меня возникает, если эти люди, которые меня окружают, люди непорядочные, неверующие. А отношение старых друзей сохранилось, в общем-то, к тебе? Да, старые друзья относятся к моему выбору очень положительно. Они одобряют это и считают, что я смогу раскрыть те возможности, которые в меня заложены Богом.
Какие из тех предметов, которые вы сейчас изучаете, будут основными в вашей будущей деятельности? Ну, я бы сказал, пожалуй, что в моей будущей деятельности, как будущего священника, будет иметь наибольшее значение, будут иметь, точнее, два предмета наибольшее значение. Это литургика и догматика. Ну, что это такое, естественно, возникает вопрос. Ну, литургика — это искусство, это наука, а с другой стороны, это искусство о ведении православного богослужения. А если говорить дальше о догматике, о богословии, то догматику можно сравнить, например, с геометрией. Точно так же, как в геометрии все здание науки растет, строится из аксиом, из 5 аксиом, точно так же и у нас в православии все здание богословия строится из догматов. Я слышала такое мнение, что за семинариста очень выгодно выйти замуж. Вот ты чувствуешь пристальное внимание со стороны девушек? Ну, это вопрос очень сложный и очень интересный. Да, безусловно, такое мнение расхожее, что за студента духовной семинарии выгодно выйти замуж, поскольку это даст возможность будущей его матушке не работать и жить с определенной степенью комфорта. Да, это так, но безусловно, определенный интерес к нам девушки испытывают, мы это замечаем, да, но я считаю, что это вполне естественно. Жизнь есть жизнь. У мінскім вышэйшым ваенна-палітычным вучылішчы строга і чыста, як у семінарыі. Як і ў семінарыі, тут вучаць працы з людзьмі, вучаць уздзейнічаць на масы, але ж замест абразоў у кожным кутку тут вісяць агітацыйныя лозунгі, а пры сустрэчы старэйшага па званню тут трэба не цалаваць руку, а прыкласці яе да галаўнога убору на ўзроўні скроні і павярнуць галаву ў бок старэйшага чыну. Уладзіслава Серабракова нельга назваць тыповым курсантам, ну хаця б таму, што ён сакратар камсамольскай арганізацыі вучылішча. Мала таго, на студэнцкім форуме ён быў абраны намеснікам старшыні выканкама. Грамадская работа займае амаль галоўнае месца ў яго жыцці. Але ж з'яўляючыся курсантам ваенна-палітычнага вучылішча, ён лічыць, што студэнцкая арганізацыя не павінна займацца палітычнымі праблемамі, бо яшчэ шмат сацыяльных. Але ж сустрэліся мы з ім не як з грамадскім дзеячам, а проста як з курсантам 4-го курса. Владислав, ну, вядома зараз, што на армію кідаюць все, што можна, кажуць все, што можна, але разам з тым у вучэльні працягваюць ісці людзі, і вось ты працягваеш таксама вучыцца. Кажы, якія прынцыпы ўвогуле прымушаюць тебе тут быць, не ведаю, можа асабістыя, ці можа нешта іншае? Ну, знаете, если говорить о материальном стимуле, то он, конечно, отпадает, это однозначно. Офицер наш получает, ну, у нас довольно-таки, чтобы как-то влачить свое нищенское существование. Жена его, как правило, не работает, квартиру он, как правило, не получает. Еще в школе мне просто нравилось, знаете, как-то вариться в толпе, скажем так. И поэтому мне сказали, иди в театральный. Говорит, проживешь несколько жизней. Но я решил дело назло, перевернул и пошел вот сюда, вот военное. Но так как мне не получалось командовать, я вообще не люблю командовать, я люблю убеждать, уговаривать, то я пошел именно в политическое, а не в командное. Ну, наверное, вот только исходя из этих принципов. Скажи, калі мы будзем браць твою вучобу ўвогуле, асноўныя прадметы, якія будуць складаць аснову твоей будучай прафесіі, што ты можаш выдзеліць? Ці можа нешта незвычайнае, што адрозніваецца ад іншых інстытутаў, акадэмій і так далее? Знаете, на училище политическое, наверное, вы хотите услышать от меня, да и может те, кто будут смотреть, что я буду хвалить там какие-то такие политические дисциплины большие, глобальные, философию и так далее и тому подобное. Нет, знаете, все-таки мы выпускаемся офицерами. И вот мы даже съемку ведем вот в этом классе, тут класс БТР.
То есть в основном это изучение бронетанковой техники. Но знаете, солдату просто стыдно смотреть в глаза, когда он тебе говорит, а ты ничего не знаешь. Поэтому в первую очередь технические дисциплины, тактика, огневая подготовка. Ну, естественно, есть специфика. Изучаем и философию в полном курсе, партийно-политическую работу, психологию, педагогику. Изучаем всего понемножку, получаем высшее образование. Кстати, мы получаем 2 профессии. И с нового года получаем уже профессию социолог-психолог. Специфіка вашого вучилища воєнно-політична. Зараз у нас вельми много партій, кожна має свою політику. Все ж таки, на яку політику вас орієнтують? Вы знаете, я уже давно-давно придерживаюсь, что должна быть политика государственной в армии. Партия правящая КПСС сейчас у нас. Поэтому политика, наверное, сейчас идет вот такая вот политика партии в армии. Но я еще раз придерживаюсь. Капиталистическое государство. В армии капиталистическая идеология и политика. И политорган – проводник этой государственной политики. И никто больше. Не партийный, а именно государственный. Ці не тяжко тебе живется сегодня у форме? Ці не изменились на тебя относины людей, твоих одногодок за платами училища? Ну, мне наверное, проще. У меня почти все одноклассники пошли в военные училища. Ну, а что касается вот вращения в городе, знаете, я живу сам в Прибалтике, если уж на то пошло. Протекает речка пограничная, и вот мы через речку, начинается Калининградская область, Восточная Пруссия. Кстати, хочу привести одно свое любимое занятие. Когда я раньше приезжал в отпуск, я всегда одевал военную форму и шел в Литву, как говорится, за границу, как у нас называют, за кордон. Ну и вот проходился по этому за кордону, а потом подходил и вспоминал, сколько раз меня как обозвали или оскорбили. Ну, знаете, что отрадно, вот когда я был последний раз, по-моему, 2 пацана подошло и говорят, ну ты мужчина, слушай, в форме пройтись по Литве, ну ты даешь. Я говорю, ну так это, стараемся, мол, не привыкать. Но если честно, так в принципе, несложно. Несложно мне в форме, я спокойно вхожу в коллектив. В крайнем случае, окружающие не жалуются, знаете, так вот, можно сказать, вот это. Ну, тем более, вот, кстати, мы уже встречались с редакцией молодежной на студенческом форуме республики. Там все было просто, открыто. Военный я, не военный, никто внимания не обращал. Знаете, наверное, по одежке все-таки встречают, а провожают уж как получится. Студенты республики, всего было на форуме представлено представитель от 175 тысяч студентов Белоруссии. Избрали меня заместителем председателя исполкома студенческого форума. Ну, должность довольно-таки высокая. Естественно, заинтересует, что это такое за исполком, что он из себя представляет и вообще кто там собрался. Замечу, что исполком – это организация, которая призвана выполнять решения студенческого форума. Студенты наработали пакет предложений, около 40 предложений в Верховный Совет, в правительство, союзным министерством и ведомством, имеющим вузы на территории Белоруссии. Кто будет выполнять? Ну, естественно, студенту надо учиться. Поэтому и избран тот орган, исполнительный комитет, который наделен компетенцией. В исполком вошли представители правительства, представители министерств, профсоюза, вошел и комсомол. Мы, в принципе, когда собрали в исполком, туда все политические силы вошли. И студентская рада, и другие молодежные организации, которые есть у нас в Беларуси. И в исполкоме все отказались от политических своих мотивов. Все решили выполнять чисто социальные программы. Вот плохое у студентов общежитие, давайте поможем. Вот видите, в политическом училище учусь, а там только без политики. До речі, я веду, ты член партии. Да, я член КПСС. Ну як, гэта абавязак для кар'еры палітработніка, ці гэта нейкія твои асабістыя? Знаете, наверное, если быть честным до конца, то партия – это для меня еще одна трибуна. Вот я комсомольский секретарь, я могу спокойно вот влиять на тех людей, которые меня слушают, общаться с ними. Я работаю в общественных структурах, это еще одна трибуна. Но я еще член партии, это еще одна трибуна. Понимаете, есть такие люди, которым нельзя сказать, вот, ты такой, я сякой, ты не прав. Он скажет, извините, закройте рот. А так я скажу, как коммунист коммунисту. И это мне дает моральное право чего-то доказывать, убеждать и требовать с человека. Но если честно, вот сейчас ругают, бьют эту коммунистическую идею. Для меня, знаете, почему-то, может, я иду с конца, может быть, я не прав. Но я не вижу, вот коммунизм, всем хорошо. Всем хорошо. Вот так, по-моему, конечная цель коммунизма. Вот как мы к ней идем, это, конечно, уже дело другое. Но знаете, я не как Айталла Хамини, как говорится, за религию, так я за партию. Нет, я все-таки подхожу к этому делу разумно. Но я вступил, ну, скажем так, давайте по убеждению. Это поле, кстати, оно снято с натурального тактического поля. На нем мы занимаемся. Там есть кабины, мы непосредственно работаем, на связи постоянно. То есть боевая учеба. Боевая техника, тактическая учеба, огневая подготовка. Очень много стреляем. Вот сейчас мороз такой. Сейчас уехали в отпуск, после отпуска приедут, будем стрелять.
В принципе, нам погода, как говорится, нипочем. Здесь, в принципе, классы хорошо оборудованы. Но если стоит, наверное, обратить внимание, что делают их своими руками преподаватели, мы ниоткуда эту технику не получаем, и курсанты. Вот осталась такая, как у нас называется, рабочая команда. 3-4 дня под руководством преподавателя делают. У нас Важно, ребята, что попрацевали тут добре. ребята мастеровитые есть. Остается только пригласить зрителей программы «Крок», естественно, мужскую их половину, поступать в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Владислав і Серафім носьбіти на перший погляд зусім розних ідеологій. У свой час представников церкви обсвистывали на вулицях, сёння кидають каменням у чоловіка у воєнній формі. Кожен з їх давав свой обет і повинен заставатися йому вірним у любых політичних обставинах. Так, яны сапраўды розныя. Хто ўнёс гэтую рознасць? Магчыма, Ісус, які ўпершыню сказаў чалавеку «не ўбій», а магчыма, той першы чырвоны камісар, які зырваў са свайго сцяга імя Бога. Так ці інакш, ідэалогія прыходзіць і ўходзіць, а людзі застаюцца. І здаецца, сёння самы час убачыць побач з сабой чалавека. Час збіраць камяні.